Вот тут старая Лесопундовская. Прям параллельно вырубкой иду. Ну, вдоль вырубкой. Даже зачесы тут хорошие. Даже рябчик не взлетает. Фиг с ним, блядь, глухарей нету. Собака сейчас рядом со мной тоже шла. Куда-то убежал. А, вон он. Вижу. Ну, недалеко даже и ходит. Толку никакого. Здесь такие места. Косачи должны быть, тетерки вот такие. Они любят старые вырубки такие. Брусники, море. Лава заканчивается, там уже чаще будет. Хрен пойми, где идти. Перехожу небольшое болото. Я, ребят, здесь зимой один раз тоже на лыжах ходил. И вам снимал это все. Вот тут ходили. Видно, птица была. Клюкву собирали, кормились. Кополуха или глухарь. Крупная птица здесь ходила. А я зимой говорил вам, что вот бы здесь осенью побродить. И я уже тут. Не помню, где именно я переходил здесь. На лыжах ходил. Это 100% где-то здесь было. Там дальше опять вырубка. Ну, в общем, кругом тут вырубки бесконечные. Лесопундовские тоже. Да, вон следы. Глухари кормились. А где они? Блять, сколько уже прошли мы. Никаких взлетов нету, ничего. Куда они спрятались, где их искать? В сосновых, в смешанных лесах нигде нету. Не знаю. Пока идем дальше. Пока не устанем. Ну, а хотя усталость уже набирается. Блин, такие места хорошие. Сейчас здорово. Ну и ветер сегодня нехороший. Мне вообще оттуда надо идти. Вот здесь надо проходить. И вот стена леса такая вообще непроходимая. Приходится обходить. И каждой вырубкой так приходится обходить. Лишние километры. Даже свежих следов никаких нету. Тулан вот не может там найти что-нибудь свежее. Хоть у зверя или птицы. Он когда находит, он начинает активно гулять, гоняет там. Сейчас спокойно ходит. Да. Здесь такие места хорошие. Слева болото, вот я вижу. Вообще поле такое чистое. Вот тут вырубка. Я иду вот между вырубкой и этим болотом. Вот чувствую, они должны быть тут. Прям место такое идеальное. Как бы птица ходит на болото, клюкву кушать там. И здесь для них место отдыха вообще идеальное. Да. Но где-то в другом месте, видать, отдыхают. Так. Неприятно, конечно, тут бродить. Не разгонишься. Но
Это место надо, конечно, проверить. Сколько хожу по тайге. Всегда мечтал увидеть зверей, переходящих вот такие болота. Лоси, хоть олени, хоть кто. Вот просто вот случайно вот увидеть, как они тоже тебя не замечают, они просто хоть далеко, хоть близко, без разницы, но просто увидеть переходящих. Ни разу еще не удавалось. Наверное, в основном они ночью переходы делают. А днем они лежат, отдыхают. Вот там невозможно идти, там ельник. По краю болота уже начал проходить там. Вот. Вот видно, видите, глухаринные следы есть. Здесь глухарь ходил. Свежие следы. Не скажу, что они вообще их нету. Видно, ходят, есть. Но и они тоже с крыльями. Мигрируют, блин. Что-то им не то покажется, и они куда-то в другое место улетают далеко. Вот так. Вот он след тоже глухариный. Ладно, вроде проскочили тут. Опять в лес зайдем. Перекор. Наконец-то вышел на трассу. Туланчик. Чего? Ну все, вон, уйди. Ай, вчера побрызгал его от блох, от клещей средством, и воняет, блин. Приятный запах какой-то вот сладковатый. Сейчас попью кофе и дальше в путь. Капец, ребят, сколько уже я прошел, и ноль результата, кроме рябчика. Вообще птиц нету в этом году. Вообще. Не знаю, где искать. По таким хорошим местам прошел. Не знаю, дальше. Еще по этой дороге пойду. Потом по вырубкам. Потом по тайге еще. Тайга. И там дальше буду смотреть. Капец, уставать уже начал. Вот. А сейчас отдыхаем. Как мы будем чай пить, я уже не буду снимать. Это получается у нас второй перекор за сегодня. С чаепитием. Это окраина вырубки. Все, короче, на сегодня по пути у меня больше вырубок не будет. Сейчас дальше буду идти по прочекам и по навигатору. Вот еще прошел тут старая вырубка. 0. Полный 0. Где я вот чай пил, там прошел, наверное, где-то метров 400. И черный ворон, 4 штуки их. Прям над головой пролетели. Это падальщики, будь здорово. Капец, Тулан просто вот здесь он. Ему тоже уже надоело бегать. Я его вообще нисколечко не заставляю, чтобы вот он искал, чтобы кричать: ищи, там есть охотники, там искать, там пинают собаку. Не работает собака. Ребят, собака будет работать, если есть на кого работать. Если нету как сказать, дичи, бесполезно собаку заставлять там, чтобы он искал. Нет, пускай рядом он ходит. Пускай. Придет время, он убежит. И если есть кто там залает,
без проблем. А чтоб пинать и заставлять собаку там, чтобы он работал, ни к чему, это бесполезно. Он не волшебник, он не найдет то, что нету. Даже рябчиков нету, бля. Капец. Но я вас сейчас приятно удивлю, ребят. Сегодня я имею в виду. Не знаю, сколько еще мне идти придется, но я вас немножко удивлю. Куда я иду, вы это поймете, увидите. Вот так вот. Все, вырубка позади. Все вырубки проверил. Прошел. Вот так вот. Ладно, буду идти тихо. Может, где-то рябчика еще встретим. Она крупная дичь у меня вообще уже настроение упало. Чтобы такие места проверить и ни одного взлета глухарей, это очень огорчает. Выбрал более короткий путь, но потяжелее. Сейчас тоже буду идти по сырым местам. Вот здесь просека тут. Решил здесь. Ох. В этом году это батя тут ковырялся. Это медведь. Медведей много у нас. Хватает. Ну, это весной, наверное, или летом воевал тут. Тулан пока себя тихо ведет, спокойно. Значит, зверюшек нету. Когда идешь по таким местам, сразу становится тепло. И жарко даже. Вот. Не, конечно, у меня есть выбор был. Выбор-то есть, где лучше идти. Но уже просто не хочется круги делать. И в этом году не так сыро здесь. Терпимо. Вот так вот. Все это выглядит. Но сегодня основной, наверное, путь у меня был именно по таким местам. Вот лан. Тоже здесь. Рядом, ребят. Небольшой перекур. Просто посижу так. Вспотел ужасно как. Потеплело снова. С утра было мороз. Заморозки ночные, хорошие. А сейчас капец. Потеплело к вечеру. Ну что сказать, пока вот шел здесь по просеке. Короче, кополуха взлетела. Метров на Чили, наверное, 15-20 метров от нас. Взлетела и улетела. И вот я тоже смотрю, блин. Вот сегодня 2 кополухи уже видел. Почему-то они одни. Выводка вообще нету. Должны быть и молодые глухари. Или несколько кополух. А тут только одна. Нехорошо. Подозреваю на то, что весной опять выводки все погибли. Погода неустойчивая весной. То снег, то дождь, то заморозки, когда уже птица сидит на гнезде. Такие предварительные мысли такие идут. Не знаю, прав или нет. Долго сидеть, конечно, не стану. Немножко уже осталось до конечной точки сегодняшней. И будем отдыхать.
прилично уже прошел. Что поделаешь, нету таких моментов хороших. Контент такой. Получается просто обычный поход. Даже и выстрелов нету. Ну, рябчика только. Добыл за целый день. И все. Что поделаешь. Ну, это не последний день охоты. Охота еще будет. Еще много будем искать. Рано или поздно найдем птицу. Может появится еще. Сейчас не знаю, где они. Вон на той стороне, ребят, рябчик свистит. Я не манил ничего, он сам свистит там. Это хорошо. Это просто отлично, когда рябчик свистит. Через сучья не прошла пуля. Рикошет. Сучок там был, блин. Чуть в сторону отлетел, подальше. Метров 50 примерно. Не вижу. Потерял. Вижу. Собака подтянулась, блин. Есть. Тула! Тула! Бля, туда он побежал. 50 метров. Хорошо. Видел я его. Тула, фу, фу, Тулан, фу, нашел, бездельник мой. Он мне удирает с дичью, но любит перья-то потрошить, вот эти перья выдергивать. Ой, успел. Успел все перья там выщипать. Фла. Вот так потихоньку, но не дербань. Фу. Все перья, блин. Вот это да. Просто перо отходит. Это да, ребят. Ну точно в цель. Прям идеально попал. 100% в яблочко. Ну вот, вторая добыча наша. Фоспач. Короче, это хорошо, когда вот ты слышишь, рябчик свистит сам, самостоятельно. И есть шанс, что на твой свисток он быстрее подлетит. И так и случилось. Я на четвертый раз я видел, там перелетел, и на прицеле там перед рябчиком такой ветка от березы была. Но вот помешала, блин. Видите, как рикошетом куда-то пуля отлетела. И второй уже перелетел подальше, но четко я видел птицу и не спеша на упоре там прицелился, и ну повезло. Птица наша. Вот. Что с добычей нас. Вот теперь, ребят, я и покажу вам нашу сегодняшнюю конечную точку. Посмотрите, где мы находимся. Это вторая изба. Вот так. Сегодня дошли пешком. Капец. Вот он. Амбар. Все классно. Все здорово. Изба.
Челом здорово, Карка. Снова мы тут. Вот так сейчас выглядит. Опять все заросло. Смотрите, сколько подсада вышло. Сейчас пока не стемнело еще. Может тут территорию немножко скошу. Доски. Все как оставляли. Крыша наша новая. Все класс. Фу. Обычно я вон оттуда прихожу осенью. А в этом году, смотрите. Челом заракарка. Ледь узнешотчины. Видно, никого не было в избе. Потому что как я оставлял, так и есть. Я тут повешу. Тут. Вот так вот. Челом здорово. О, непривычно как-то. А смотрите, одна плаха что-то приподнялась почему-то. Вот так вот. Будем сегодня тут ночевать. Все как-то я уже подзабыл. Я уже подзабыл, что здесь сделал вот этот небольшой коробку. Тазик тут у меня. Новый столик. Паутина здесь висит. Что-то происходит непонятное. Ребята, что-то непонятное происходит. Немножко провисло вот здесь. И тут какой-то вот тоже видно неровности. Ну, мы делали все это. Еще было. Вон там плаха, смотрите, как стоит. Хрен пойми, что происходит. Ходуном ходит. Весной по мерзлой земле делал, а вот сейчас вот это все происходит как-то. Вот. Эту чурку надо укоротить немножко. И все встанет на свои места. Но это, когда уже на промысел приеду, тогда этим займусь. На столе все чисто, классно. Да, все ходуном, блин. Как всегда. Так, ладно. Все здорово. Все хорошо. На улице 5 градусов тепла. Будем отдыхать.